От як почуваються військовополонені, так? Саме в такий статус у них зараз. І 21 з них перебуває в Лефортово, московській тюрмі, і 3 з них перебуває в Матросській Тишині. Да, это так. Фактически моряки были пленены 25 ноября. Уже 27 ноября, через 2 суток, российские суды в оккупированном Крыму избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 января. А в пятницу вечером стало известно и подтверждено, что они уже в Москве. 21 человек военнопленных в СИЗО Лефортово и 3 раненых в лазарете СИЗО Матросская Тишина. Вот с этого момента, как они оказались в Москве, никто их, кроме российских официальных лиц, не видел. Вся информация об их состоянии здоровья, о том, как они себя чувствуют и так далее, мы получаем только от уполномоченного по правам человека в России Москальковой. Активной коммуникацией с ней занимается омбудсмен Людмила Денисова. И, в принципе, если бы не ежедневные по несколько раз направления соответствующих заявлений в офис Москальковой, наверное, мы бы эту информацию не владели. Кроме того, на выходных моряков посетили члены общественных наблюдательных комиссий Москвы. Но, опять-таки, это не независимые люди. То есть ни адвокаты, ни консулы Украины до настоящего времени разрешения на допуск к морякам не получили. Кроме того, поскольку они военнопленные, в соответствии с Женевской конвенцией до них должны быть допущены представители международной организации, имеющей мандат ООН, в данном случае Международного Красного Креста. Этого сделано тоже не было. То есть Российская Федерация считает их обычными бытовыми уголовниками, которые якобы нарушили границу Российской Федерации, незаконно пересекли ее, и тем самым последовательно и сознательно нарушает их права и международные конвенции. Их права как военнопленных прежде всего.